На прошлом занятии мы с вами познакомились с такой физической величиной, как объем. А сегодня разберемся, каким образом можно этот объем измерить. Для измерения объема любых тел используется специальный прибор – мензурка. Мензурка выглядит как обычный стаканчик, на котором нанесена измерительная шкала. Чаще всего мензурки делают небольшими, и с помощью них можно измерить объем 200-300 мл. Мензурка используется для измерения объемов жидкостей, сыпучих тел, таких как, например, мука, сахар, соль, и твердых тел любой формы. Давайте разберемся, как можно измерить объем жидкости с помощью мензурки. Для этого возьмем мензурку и нальем в нее жидкость. В первую очередь определим цену деления мензурки. Для этого воспользуемся нашей инструкцией. Возьмем два соседних числа, например, 10 и 20, найдем разность между ними, 20 минус 10 равно 10, посчитаем количество делений между числами, у нас 5 делений, и разделим разность на количество делений. 10 делим на 5, получаем 2 мл, цена деления мензурки. Таким образом, чтобы найти объем воды, который обозначен на рисунке синим цветом, мы должны посмотреть, где заканчивается уровень воды. Он заканчивается на втором делении после числа 20, а значит объем воды это 20 мл плюс 2 деления по 2 мл, 24 мл. Объем жидкости и сыпучих тел измерять с помощью мензурки достаточно просто. А как же измерить объем твердых тел? Для этого мы должны запомнить важное правило. Твердые тела, погруженные в жидкость, вытесняют объем жидкости, который равен их собственному объему. Попробуем разобраться, как измерить объем твердого тела с помощью мензурки. Рассмотрим 200-граммовую гирю. Для того, чтобы измерить ее объем, возьмем мензурку и нальем в нее воду. Сначала определим объем воды, налитой в мензурку. Для этого, как и в прошлом примере, определим цену деления мензурки. Возьмем два числа соседних, 10 и 20, найдем между ними разность, она равна 10, посчитаем количество делений между числами, это 10 делений, и разделим разность на количество делений. Получаем цену деления 1 мл. Уровень воды находится на пятом делении от числа 20, поэтому объем воды будет равен 20 мл плюс 5 делений, умноженный на 1 мл. Получаем 25 мл. Это объем воды, налитый в мензурку. А теперь возьмем нашу гирю и опустим ее в мензурку. Она вытеснит некоторый объем воды, равный своему объему, и уровень воды повысится. Теперь у нас с вами в мензурке находится и вода, и гиря. А значит, объем, который измеряет мензурка, это объем воды и гири вместе. Уровень находится чуть ниже 50 на втором делении снизу, поэтому из 50 мы вычитаем 2 деления по 1 мл и получаем объем 48 мл. Зная, что объем воды у нас 25 мл, а объем воды и гири 48, легко найдем объем гири. Он будет равен 48 мл минус 25, 23 мл. Но гиря это твердое тело, а объем твердых тел у нас измеряется в кубических сантиметрах. Нужно вспомнить, что 1 мл это 1 кубический сантиметр, а значит объем гири равен 23 кубических сантиметра. Таким образом мы с вами разобрались, как измерить объем жидкости или сыпучих тел с помощью мензурки на первом примере и как измерить объем твердых тел с помощью мензурки на втором примере.